жуткий международный скандал. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджики пострадали в России. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних событий. В Иркутской области неизвестные подожгли строительный вагончик, в котором погибли 2 граждан Таджикистана, сообщает региональное управление Следственного комитета Российской Федерации. В результате поджога злоумышленниками строительного вагончика в поселке Залари Иркутской области еще 5 человек, предположительно также граждане Таджикистана, получили ожоги различной степени тяжести. Всем им оказана медицинская помощь. Уточняется, что неизвестные подожгли строительный вагончик, в котором проживали мигранты, работавшие на одном из строящихся объектов. При этом ранее в дежурную часть муниципального отдела МВД России Заларинский поступило сообщение о конфликте на строительной площадке. Сотрудники полиции выяснили, что между компанией местных жителей и работниками стройки произошла драка, а в дальнейшем случился поджог. Следственный комитет начал расследование по данному делу. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве 2 лиц и покушении на убийство 2 и более лиц. Ведется совместная работа по установлению лиц, участников инцидента и причин, обстоятельств случившегося. Посольство Таджикистана в Российской Федерации отреагировало на происшествие и отметило, что находится в тесном контакте с правоохранительными органами. На место ЧП выехали сотрудники посольства и Генерального консульства Таджикистана в городе Новосибирске. И вот буквально сегодня стало известно, что погибшие и пострадавшие во время пожара в Солнечногорском районе Московской области мигранты не являлись гражданами Таджикистана. Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники посольства республики в России. Информацию подтвердили в Следовательном комитете Российской Федерации. Известно, что 2 погибших и пострадавших при пожаре это были граждане Узбекистана. Как вы относитесь к такой жуткой ситуации? Ведь все мы братья и должны уважать друг друга, а не разжигать межнациональную рознь. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Стройки, то ли не пойму кто, но их прям много ходит, бегает что-то по полю тут. Это трудовые мигранты в Новых Ватутинках массово уходят в поля. Надеются там переждать полицейский рейд. В Новой Москве ищут участников драки. Также сотрудники полиции выявили несколько десятков нарушений со стороны мигрантов в ходе рейда в Новых Ватутинках в Новой Москве. Накануне в Новых Ватутинках полиция проводила рейд, направленный на пресечение различных правонарушений, выявление нарушений миграционного законодательства. Полицейские ходили по квартирам, узнавали данные проживающих, выясняли, есть ли у местных жителей жалобы на безопасность в районе. В результате выявлено несколько десятков нарушений среди иностранных граждан, сказал собеседник агентства. Официальных комментариев полиции в данный момент нет. По данным СК, вечером 4 ноября несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на 2 мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, жизни и здоровью ребенка действиями нападавших была создана угроза. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года. По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. Причиной нападения мог послужить словесный конфликт. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но потом представитель Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью. Всем 4 нападавших предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении 2 и более лиц, в том числе малолетнего». Вину обвиняемые признают только в хулиганстве. Щербинский районный суд 7 ноября арестовал до 5 января 2022 года 4 обвиняемых в нападении, в том числе несовершеннолетнего участника драки. По версии следствия, именно он ударил ребенка по щеке. Как вы думаете, почему в последнее время так участились конфликты между мигрантами и местным населением? Ведь мы должны стараться жить в мире и помогать друг другу в такое нелегкое время. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.